Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Ольга Мартьянова. Здравствуйте. На календаре вторник, 28 ноября. Зимняя пора дает немало возможностей, чтобы провести время с пользой для здоровья. В Чебоксарской администрации обсудили организацию зимнего досуга. Жители города встанут на лыжи и коньки, смогут прокатиться на лошадях, пони и хаски. В городе будут работать 17 хоккейных коробок. На 11 из них организуют прокат коньков. Самый большой каток зальют в парке «Амазония». Там одновременно смогут кататься до 1000 человек. Для тех, кто предпочитает лыжи, будут подготовлены трассы на Московской набережной и в Берендеевском лесу. Также зимний досуг будет организован в столичных парках. Так, в парке Николаева зальют отдельный каток для детей до 12 лет. Активную программу для горожан подготовили и в Лакреевском лесу. В парке Лакреевский лес будет работать резиденция Деда Мороза. Здесь будет работать Хаскиландия с участием собак Хаски. Организовано катание на лошадях, на пони, работа аттракционов, работа буфета. Будут работать лыжные трассы. Пройдут различные творческие представления, мастер-классы, концерты. И будут показаны сказки народов Севера. К другим темам. В этом году в Чувашии ввели в оборот более 7500 гектаров необрабатываемых сельхозземель. На них проведены агротехнические работы, включая посев. Однако это всего 76% от запланированной площади ввода. По данным Минсельхоза Чувашии, к концу года должны были быть введены в оборот 10 000 гектаров земель. Некоторые муниципальные округа с задачей не справились. Это и Бресинский, Канашский, Козловский, Мариинско-Посадский, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Шимуршинский и Шумерлинский округа. А вот Аликовский и Красночитайский план по освоению площадей даже перевыполнили, отметил министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. По его словам, сейчас стоит задача искать инвесторов, предлагать земли к освоению фермерам. Он также отметил, что каждый гектар в республике должен использоваться эффективно. Гостей выставки форума «Россия» в День Чувашской республики 1 декабря ожидает насыщенная программа. Одним из важных событий будет презентация стратегии развития туризма в Чувашии до 2025 года, а также подписание соглашения по реализации проекта «Великий Волжский тракт». Гости выставки смогут поучаствовать в мастер-классах по приготовлению национальных блюд и отведать кулинарные шедевры, созданные командой шеф-поваров и кондитеров Чувашии. Одновременно будет проходить дегустация мясной и молочной продукции, а также кондитерских изделий чувашских производителей. А самым эмоционально ярким событием дня станет свадебная церемония по чувашским национальным традициям. Новый год – это время чудес, и в них особенно верят дети. Благотворительный фонд имени Ани Чижовой уже 7-й раз проводит акцию «Волшебная рукавица Деда Мороза» и дарит детям с неизлечимыми заболеваниями новогодние подарки. Поддержать акцию может каждый желающий. Заветные мечты детей, их пожелания можно найти на сайте фонда. В конце декабря его подопечные соберутся на новогоднюю елку, где им вручат долгожданные подарки. А тем, кто не сможет приехать лично, праздник в дом принесут Дед Мороз и Снегурочка. Принять участие в акции можно, приобретя подарок для ребенка или перечислив денежные средства. Сегодня отмечается Всемирный день милосердия. Сделать доброе дело или просто быть внимательнее друг к другу по силам каждому. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на телеканале «Россия».